показано. Национальный сайт подготовки к ЕГЭ. Значит, я сначала несколько факторов отмечу. Как из кирпичика, откуда все родилось. Вы, наверное, не задумывались, но у нас уже почти 10% лета прошло. Завтра точно 10%. У меня были в планах... Не будет завтра еще. Что? Ну, 92 дня. 92 у нас. Ну, почти 10, да. То есть было в планах летом позаниматься, кое-что сделать. Вторая предпосылка это то, что я уже много лет регулярно веду подготовку к ЕГЭ по математике. В этом году еще вот в лицее при университете стал вести. Также веду занятия со студентами, где мы программируем сайты. И вот родилась идея, нужно сделать что-то вроде аналога известных сайтов. Ну, тут привел Решу ЕГЭ, не знаю, Каларин. А тут написал, что-то, конечно, есть еще. И возник вопрос, а что, собственно, нужно, какая функциональность у сайта должна быть. И мне в выступлении больше нужно, может, для того, чтобы от вас услышать. То есть я хотел озвучить, что какие варианты есть, что, по моему мнению, обязательно, конечно, на таких сайтах нужно, что не нужно. Да? То есть практика мне показывает, что нередко, когда иду на занятия, хочется подборку каких-то задач получить. Ну, я больше про математику говорю, но тут про слово математика нигде нету. Распечатать варианты, желательно взять с собой ответы и пойти на занятие, дать школьникам и давать ему решать. Вот. Ну и я разделил на 3 группы. Первая вот я назвал функциональность общая. Значит, вот что, на мой взгляд, точно должно быть. Да? То есть первое это набор заданий в каком-то виде. Да? Тут я указал, что у каждого задания должен быть уникальный номер, чтобы по нему всегда можно было задачку найти. И настоятельно желательно, чтобы у задачи было решение, ответ. Но тут допускаю, что решение может быть вначале нет. Да? То есть вот вы нашли, из каких соображений вышел какой-то пробный вариант ЕГЭ, мы его вбили, решать нам пока некогда, а по случаю потом когда-нибудь решим. Потом, это я так планировал использовать, что сгенерировать, например, задачи, у которых нет ответов, с этими задачами пойти на занятия, со школьниками порешать, а потом вечером прийти и убить ответ. Ну, такая вот цель была. Причем я хотел всегда отмечать, что задачи это реально где-то были при сдаче ЕГЭ или на основе какой-то сгенерировал, придумал автор сам. Ну и следующее это архив вариантов. Тут также выделено, что это реальный, указал с указанием истории, что такого-то числа в таком-то году был такой-то вариант. Да? Потом сгенерировано случайно, это прям случайно-случайно. То есть у нас есть где-то шаблон по варианту. И случайным образом из заданий получается этот вариант. И третья группа у меня сгенерированных и отредактированных. То есть я тут имел в виду сбалансирован, чтобы не получилось так, что у нас вот теоретически в варианте по ЕГЭ по математике в 5 задачах из 19 могут быть задачи с использованием алгоритмов. Чтобы так не получилось, что случайно 5 раз задание с алгоритмами, а с тригонометрией ничего не было. Вот это я имею в виду отредактировано. Или по-другому сбалансировано. То есть это вот обязательно, на мой взгляд, должно быть. Дальше вот функциональность общая, это формирование списков задач с решениями и ответами. Это имеется в виду, мы сгенерировали и пошли куда-то на задание с ним. И контрольная работа, это для учителей, возможно, то есть имеется в виду, мы сгенерировали, а потом с этой заданиями можно попросить, скажем, школьников, зайдите на сайт, ответьте решите вариантик, а я потом посмотрю, кто на что решил дома и каким-то образом решил. Или домашняя работа и так далее. И вот тут я вот внизу указываю, что нужно, чтобы было как в электронном виде, но также и PDF-версия, в которой нету посторонних материалов, чтобы просто ее раскачать. Так,
Дальше вот выделяю группу функциональность для зарегистрированных. Э, Люди любят, ну, в большинстве своем, ну, комментировать все, что можно, да? И вот зарегистрированные, им нужно сделать так, чтобы комментировать только могли зарегистрированные. Это нужно из тех соображений модерировать, например, легче. Дальше, рейтинг по решенным задачам. Это имеется в виду, что такую-то задачу решило столько-то человек. Тут вот для меня вопрос, это, возможно, для меня сложно решить. Имеется в виду, школьник решал вариант, и, например, ему зафиксировано, что 15-я задача не получается. Да? И вот он, чтобы знал, что 15-е задачки у него проседают, и что их нужно потренировать. И чтобы школьник знал, и тот, кто его курирует. Дальше, это вот 7-й, учет системой навыков при генерации, это вот это я имел в виду. Что такую-то задачу не решают, значит здесь. А тогда 6-я просто рейтинг показывает. 8-я это варианты контрольных работ. Это я уже немножко говорил. Так, оригинальная функциональность у меня тут тоже приводится. Сейчас стараются все, что не делать, это вы замечали, интегрировать с социальными сетями. То есть в каком-то виде обязательно это делать. Да? Ну, тут варианты даже зарегистрироваться в системе, используя какую-нибудь социальную сеть. Все, наверное, такое встречали, да? То есть зайти в систему через социальную сеть. Публикация результатов тут имеется в виду, очень модно сейчас в интернет хвастаться. Да? То есть я решил такой-то вариант на 93 балла. Да? И чтобы раз кнопочку нажали, и сразу в социальной сети это появилось. То есть для чего это делается? Это ведь делается не для того, чтобы человек, это на самом деле владелец ресурса использует тщеславие человека. Да? То есть он похвастался, что вот он ответил на 93 балла, тем самым появилась ссылочка на ваш ресурс, и опять кто-то еще зайдет, и опять будет пользоваться. Дальше я вот 10-й специально такое вот непонятное слово написал. Кто-нибудь знает, что это такое? Ну, кто-то знает. Вот EC is what you get редактор. То есть меня вот в первом докладе сегодня безумно интересовало, но я потом потихонечку разобрался, как коми-буквы вводить в тексты. Да? То есть либо это как-то программировать, либо... Готовая раскладка. Ну да, я потом увидел, что готовая раскладка. То есть вот это вот и есть по сути вот визивик редактор, который позволяет визуализировать ввод данных. То есть тут имеется в виду, что в настоящее время все мы специалисты по созданию сайтов. Да? То есть почти все ведь смогут в интернет какую-то информацию разместить. То есть если мы говорили о создании сайта лет 10 назад, нет, там были бы глубокие специалисты только, да? То есть, а сейчас вот предлагают такие средства, которые аккуратно позволяют вводить данные. Тут я вспомнил, было описание, термин Web 2.0, наверное, большинство знает, да? А если спросить, что такое Web 2.0, не все скажут. Мне такое определение понравилось. Но оно не совсем точно отражает, но одну из специфик. Если ваша, там было сказано так, если ваша бабушка что-то умеет делать в интернет, то это Web 2.0. Это сейчас, а вчера еще этого не могла бабушка. Нет, это вот понятие Web 2.0. Дальше я писал 12 функциональностей, которые, на мой взгляд, могут быть. Может что-то еще. Я прошу зайти на сайт Аермоленко. И вот тут вот у меня есть, помогите, ответьте, пожалуйста, на вопросы. В самом начале есть небольшая форма. Если вы ответите, вот пока, я буду очень доволен. Вот тут есть, ответьте, пожалуйста, на вопросы. И я привел функциональность сайта, галочки поставить. Вот, например, база заданий как реальных тасках. Необходимо или не обязательно, либо какой-то другой вариант.
Если ответишь, я буду доволен. То есть, еще раз говорю, что основная цель, чтобы мне самому лишний раз проговорить, какая функциональность в принципе может быть, чтобы это обоснованно где-то озвучивать. И, во-вторых, кто-то мне скажет замечания, либо кулуарно, и я буду иметь в виду. А вообще у меня цель создания проекта аналогично пишу ЕГЭ. Ну, не знаю, насколько это получится. Наполовину он, если честно, уже сделан. Это со студентами в рамках предмета веб-интеграция информационных систем. Я давал задачку на группу создания сайта аналога решу ЕГЭ. Много что было сделано. И я хотел в течение лета с этим повозиться, поэтому я сказал, что 10% уже почти прошло. Поэтому получается, что на следующий год, ну, у меня все. Так, какие вопросы? Вопросов нет, да?